Всем привет, дорогие друзья! Сначала посмотрим, сколько градусов у нас сегодня. Так, показывает на термометре 11 градусов. 11, ну 12, скажем уже. 12 градусов мороза. У нас похолодало немножечко. Выпал такой снежок легкий. Немножко замело уже местами, конечно. Вот. В прошлом видео у нас была такая теплая, мокрая погода. Дожди были тоже уже. Вот. И вот 2 дня назад у нас как-то резко такое началось похолодание. Это, конечно, хорошо. Лучше уж такая сухая погода, чем дожди и мокрый снег. Но это может временно тоже. Говорят, что у нас ноябрь месяц теплый еще будет. Сказали, может даже и обратно будет дождь. Так что неизвестно, погоду точно не знаем. Если, конечно, так и будет, останется холодной, прохладной, это, конечно, очень хорошо. Вчера выходила, да, здесь снег чистила. Потому что местами, говорю, где-то замело, где-то нет, а где-то больше снегу. Вот. Трубу уже закрыла. Туда, значит, сунула 2 мешка сухих сена. И сюда натаскала еще снег. В прошлом году у нас не замерзало. Раньше почему-то, ну, вот сено туда не клали, наверное, из-за этого может. А сейчас туда накрыли все 2 мешками. Снег заранее накладываю, потому что сказали, еще до 30 градусов мороза будет. Ну, короче, подготовилась к зиме, пока до заморозков, только чтобы не замерзла. Это очень плохо, когда вода замерзает. Приходится потом все вытаскивать, чтобы все растаяло. Вот. Очень много работы потом получается. Но это вчера уже вот как бы подготовила к зиме. Умка на улице просится. Сейчас ее я отпущу на прогулку. Пусть, о, как воет, просится на прогулочку. Да, сейчас отпущу. Умку выпустила. Пусть погуляет, порезвится. Она как бегает быстро. И туда, и сюда. Потом много собак еще заберется здесь. Отпустили всех, все гуляют тоже. Погода сегодня у нас не ветреная, такая сухая, безветренная погода хорошая. Да, Умка? Немножко, конечно, есть ветерок, но не очень такой сильный. А сейчас поеду на машине, съезжу к речке. На улице с непривычки вот холодновато. Что-то уже и щечки подзамерзли. Потому что все время еще тепло было. -2, то +1. Вот, а так потом вот сразу резко вот до 11. Вчера ночью, вечером уже в 9 часов вечера было 10 градусов мороза. А сегодня вот с утра не посмотрела, конечно, с утра рано, а вот сейчас днем показывает 11 градусов мороза. Ну, все равно вот с непривычки как бы холодно, да, и снега еще у нас мало, не так много еще снега выпало, может из-за этого. Вот. А сейчас я хочу поехать к речке и посмотреть шугу, так что поехали. Я уже возле речки, сейчас поближе приблизимся к речке и посмотрим, есть или нет шуга, плывет или нет. Ага, сейчас покажу.
вдоль берегов уже вон лед уже образовался вдоль берегов. Ну, немножко холодновато все равно. Сказала, что ветра нет, а ветер, оказывается, есть. Ветер в спину. Так. Солнца нету, пасмурно. Солнце вон спряталось за облаками. Сегодня пришла без собачки. Там такой звук. Вон лед, где уже есть. Шуга туда, значит, зацепляется. Такой звук происходит. Такое ощущение, как будто кто-то купается. Такие звуки. Ну вот. Наверное, уже приближается зима уже, как говорится. Осень уже все, отступает. Свои права берет зима. Все, поехали обратно домой. Шугу посмотрели. А потом что-нибудь к чаю испечем дома. В тепле уже. Муж сказал что-нибудь вкусненькое испечь. Ему сладкого захотелось очень. Вот. Так что домой поедем и пирог сладенький, вкусненький испечем. Ну, как уже и обещала я, буду печь такой сладенький пирог, так как Сережа у нас что-то захотелось сладкого пирога. Вот и решилась испечь. Да, я вообще люблю сладкое к чаю всегда. Привет, друзья. Вот и я показался. Ну, не показался, как сказать. Ну, короче, я с вами тоже рядом. За камерой, правда. Маша печет пирог, я буду снимать немножко. Ну, вкратце, конечно. Простой, самый простой домашний пирог. Из чего там Маша будет? Рассказывай. Взяла, значит, 3 яйца, сахар, стакан 200 грамм, 250 грамм сметаны, 2 чайные ложки какао-порошка, 100 грамм, значит, уже масло растопила, мука 1,5 стакана, ну, может, чуть больше, и сода. Ну, как в древние времена мы гасили соду с Ну, уксусом. ты сказала, древние времена. Древние времена кушали. Древние времена. Ну да, ну, сейчас-то ведь все разрыхлителем пользуются, как бы, да, но я по старинным рецептам... Древние времена кушали кач. Кач, это, знаю, из дерева как-то добывали. По старинному рецепту делаю, значит, кашу соду с уксусом. Все. Все, меня, друзья, будут кормить сегодня древним рецептом. Как в древние времена. Ну, это старинный рецепт. Так, ну вот, Маша начала там. Так, яйца разбиваю. Пока, друзья, там... Посыплю сахаром. И все это взбиваю немножечко. Короче, я пока умолкаю, вон Маша занимается этим. Ну так, немножечко. Взбиваем, да? Взбиваю, да. Так, потом добавляю масло сливочное. Ну, можно и маргарин, но у меня под рукой было масло, я масло взяла.
Добавляю сметану. Так, ложка быстро. Добавляю сметану. Сейчас какао-порошок еще добавлю. 2 чайные ложки. Так. Ну, этот цвет поменяется потом. Вкуснее будет. Потом, значит, гасим соду уксусом. Ну вот она, Маша, наверное, это, что она соду гасит уксусом, вот это древний способ, говорит. Про это, наверное, она имела в виду, то, что сейчас уже пользуется большинство разрыхлителем, да? Ну, конечно. Да. Но, уверяю вас, этот пирог мне очень хорошо знаком. Очень хорошо знакомый, и он очень вкусный. Пользуется разрыхлителями. А я все еще пользуюсь таким способом. Вот тут осталось щипить. Все, размешиваю это все. Так, и добавляю муку. Сначала половинку посыплю. А муку сколько там? 2 стакана примерно? Или 2,5? И 3? 1,5 стакана муки. Ну, может, не полностью 2 стакана, там 1,8. Ну, как сказать, не 1,5, а чуть больше положила муки. Ну, но не полный стакан. короче, знаете, друзья, лучше смотреть на, как будет выглядеть тесто, какой густоты. Вот. И все. Чуть больше 1,5 стакана. Это, думаю, будет самый верный, Но не полностью. верный признак теста, какое должно быть. Густоту покажем в конце и все. А плитку не включила. Давай уже включай там. Забыла. Потому что это тесто быстро готовится и нужно сразу плитку, духовку, вернее, включить, чтобы она нагрелась. Да, что-то вот забыла. Да. Но ничего. Сергей Иванович подождет эти уже минуту-то там что-то. Ну-ка сейчас Маша вот показывает. Во, это уже готовое тесто, считайте. Во, вот такая густота примерно. Ну, видите, наверное, ощущение такое. На ложке не держится, ну-ка. Нет, не держится. Вот так. И такой цвет при кофе с молоком такой. Ну, какао цвет такой придал. Угу. Вот так, Мария Олеговна. Угу. Сейчас. Ждем твою духовку, доставай противень. Угу. Так, намазываю маслом. Ну, противень такой у нас, вот видите, форма какая. Такая в виде цветочка, что ли, я не знаю какая. Но она круглая такая форма. И такие края. С узорами как будто. И сюда тесто. Ну, сейчас уже вот как выглядит тесто уже точно понятно, какой густоты. Видите, оно растекается тесто такое. Диаметр примерно сантиметров 30 вот. А высота сантиметра 3,5 вот этой формы. А теперь подождем, когда будет. Да, и духовку сейчас подождем. Что я хотел сказать вначале. Маша там, пока я говорю, ну, пока там она приехала с речки, потом
сделала там свои дела, ну, съездила там на процедуру какие-то, что там она лечится, короче говоря. Потом коленки лечит. Потом съездила на почту там, туда-сюда, дрова, вода, собаку там накормила, еще что-то, загнала обратно в вольер. И как все помаленьку, и смотрим уже за стеклом, уже темно. Да, и сегодня день такой да. был, это пасмурный, солнца нету. Быстро темнеет, 3 часа, друзья, темно. Вот такая у нас сегодня погода. Ну и до января такая и будет. Потом День короткий. потихоньку будет прибавляться, конечно, уже в январе. Но это все еще очень на долгое время затянется. До белых ночей, ой, как еще долго, Маша, давайте. Да. Духовка нагрелась. Отправляю наш пирог в духовку на 40 минут. 180 градусов. На 40 минут. Хорошо, я буду ждать 40 минут. 40 минут не ждать еще. Целых 40 минут. Ну, значит, время подошло. Я вытаскиваю. Ну, аромат, друзья, невероятно вкусный в доме. Вообще. О, смотрите, как он поднялся. И какой румяный. Видите? Да. Ну, наверное, немножко надо остыть, прежде Да, чем пусть разрезать, остынет, да. да. Ну, пирог, я смотрю, да, вон все. Красота, испекся. Простой пирог, но очень вкусный. Такой просто. Так-то у нас есть форма узора для этого, что мы давно не использовали. Забыли сейчас снова, да? Все. Снова забыли. Ну, вкус от этого не меняется, что там с узором, что без узора, да, ведь поэтому и просто забываем. посыпала. Да. Ну-ка, что ты там Понятно, крутишь? крутила. Ну да. Все, будем потом чай уже пить с этой вкусняшкой. Угу. Ну что, друзья, разрезаем наш пирог. Сейчас Машенька покажет в разрезе, как он выглядит. Кусочек покажет. О, видите как? Какой пышненький. Все испеклось. Все четко. Всё. И на блюдечко, и потом еще мне на блюдечко. И будем в дальнейшем пить чай. Вот у нас там чай налит уже. И варенье. Клубничное или какое? Да. Клубничное варенье наше положила. И вот такой пирог. О. Замечательно. Сейчас будем как бы пробовать эту вкусняшку от Маши. Маша все время сегодня на видео говорила, что Сергей хочет эту вкусняшку, Сергей хочет эту вкусняшку. Ну и правда, сейчас такая пора, очень такая депрессия немножко присутствует, а сладкое всегда что-то, ну, настроение повышается. Да, я тоже с твоих рук, как по привычке уже с твоих рук укушу я этот пирог замечательный. Я не знаю, как показать. Я потом отдельно кадр сделаю и ставлю вот сюда, эту вставку, ложкой так делаю по пирогу. Как пух. Пирог как пух. Так, вкусно. Ой,
Маша еще клубничное варенье туда положила, но он пирог сладкий, я уже варенье не буду. Там сахарной пудрой еще там. Ну, замечательно. Вообще. Вот, друзья, этот пирог, самый простой пирог, рекомендую. Обязательно сделайте. Потому что он получается очень пышным и воздушным. Вот. Такая вкусняшка. В начале нашего видео Маша показала, как выглядит, ну, у нас погода уже. Ну, если коротко, то начинается зима, друзья, у нас. Настоящая зима уже, и морозы обещают там. Правда, может севернее, но все равно и до нас дойдет. Даже до 30 градусов сказали, но это, наверное, попозже, скорее всего. Потому что посмотрел на прогноз погоды, и там где-то 15-10 вот так играется. И, как обычно, я очень люблю каждую осень смотреть шугу. И уже вторую осень я не могу добраться до речки. Прошлый год там после больницы, да, чтобы дальше не простыть, уже не съездил. В этом году сегодня хотел поехать, потому что шуга пошла. Но ветер такой пронизывающий, Маша не даст соврать, но видели на видео, она сразу там покраснела, чуть-чуть побыла на улице и сразу покраснела, думаю, а около речки там всегда ветрено, да, ведь? Холодно. Холодно. И я не стал, я просто вот, Маша мне поснимала, я этим довольствуюсь. Я люблю смотреть шугу, и каждую осень, если я сам не смогу посмотреть, то Маша вот сейчас уже снимает, и я как по-настоящему смотрю эту шугу. Вот. За что Маше большое спасибо. И за такую вкусняшку тоже спасибо. Очень нежный, кстати. Очень нежный. Пирог, да, пирог очень вообще нежный. супер вкусный, супер Нежный. пышный. Вот. Но, друзья, не забывайте дождаться, чтобы он остыл. Это самое важное, потому что когда он допекается там, доходит до состояния, когда свежий хлеб, там горячий хлеб разряжает, тоже это самое. Также горячий. Да, нельзя. Нужно немножко, чтобы он подостыл. Ну все, друзья, буду заканчивать. Вот такую вкусняшку. Ставим лайки. За такую вкусняшку я, Маша, 1000 лайков и 1 000 000 поцелуев. Просто очень легко и быстро делается. Да. Обед уже не стали снимать там. Все как обычно. У нас сегодня был рис с мясом, суп щи и рис с мясом. Не стали уже это снимать, а просто вот поснимали. Выпечку. Да, выпечку такую. Все, друзья. Заканчиваю я эту болтоню и дальше пить чай. Всем пока. До новых встреч На нашем канале. на нашем канале. Пока-пока. Да. Заходите в гости. Всегда будем рады. Вот так. На наш канал.